Ельцин такой человек, что ему нельзя доверять особо. Сегодня он говорит одно, а завтра он говорит другое. Когда он приезжал в Казань, он говорил, берите столько свободы, сколько вам надо. А сейчас единая неделимая Россия, его главный тезис. Раньше он поддерживал Сахарова там, а Сахаров, конституция была у него такая, что там все народы имеют равноправие там. Сейчас этого нет. Приехал в Саратов, он говорил, что вот нельзя строить национальную там автономию, пока не будет 90% немцев там. Вы пойдете голосовать? Обязательно. И за что вы будете голосовать? Ну, конечно, нет. Правда, хоть и наши руководители говорят, что мы останемся в составе России, но едва ли. Все. Тем более очень много у нас здесь предприятий, которые еще под юрисдикцией находятся России, так что как можно выйти, уже бояться безработицы, и все у нас будет. То есть вы чувствуете себя неуверенно? Конечно. Я воспитан, так сказать, на истории, и для меня целостность и неделимость России это очень много значит. Но есть же договор федеративный, там все эти требования изложены, которые они сейчас выдвигают. Те же самые требования. Им только остается подписать. А что в этом страшного? Ну подумаешь, отделяться. Ну, пример в этом Карабах, Чечня. Мое мнение, я считаю, что каждый человек, даже национальности, в любом возьми доме, кто должен быть хозяин. Каждый человек должен стараться быть в своем земле, быть хозяином. Чтобы кто-то сверху не командовал ему. Хотя я понимаю, что человек, даже вот в семье возьми человек, когда женится, он всегда уходит со своей семьей, быть самостоятельным. Вот так я тоже считаю, что каждая национальность может также объявиться семьей. Ну, с семьей это все понятно. А вот, допустим, взять Европу. Вот совпало так, что мы начали разъединяться, а они объединяются. Тут какая разница? Почему им выгоднее жить вместе, а нам почему выгоднее жить раздельно? Нет, потому что вот это 70 лет люди просто не верят этому и все. Что можем вместе жить пока. Может быть, действительно потом придет время, что будут вместе опять. Но сейчас, в данное время, я считаю, что люди должны быть хозяином в своем территории. Огонь! На улице вывело. Сами так. Смотрю, там выхожу в трамвай, так вырвалось так. Тут же бегут на оператора. Откуда они появились на оператора? Откуда Просто они знали? Хотели, наверное, это снять. Ну как это просто не бывает так просто? Вы уже знали заранее, что вот будет гореть. Это намерение, это саботаж российский. Татарстан. И мы думаем, что в бедном положении останется. Просто надо думать о будущем поколении. Нам-то хватит нефть, все, может нам хватит, а уже будущему поколению она не останется. Россия большая, выкормит. Россия большая. В том-то дело, что если мы отойдем от России, она не будет нас кормить. Как раньше. Но некоторые считают, что, допустим, в маленьком государстве проще навести порядок, проще прокормиться все-таки. Да нет, порядок в принципе проще. Ну нам же за валюту потом все будут продавать. Вот это вот, если мы сейчас, у нас вот КамАЗ есть, строить, там же железо надо, а железо у нас в Таре нет, будут из Урала брать. А его будут продавать нам за валюту, а откуда Татарстан валюту возьмет? Если только будет продавать мясо, молоко, До там... этого жили нормально, сейчас не понравилось. За власть просто дерутся. Мнение народа? Да, а вот они референдум кто его устроили? решил спросить мнение народа? Я вообще-то приезжий, но считаю, что, значит, как правительство решит, так и будет. Более важная задача, наверное, наладить производство. Вот я ездил и не могу ничего добиться. Вот и результат всех этих референдумов. Фильм о референдуме. Можно вам задать несколько вопросов? Вот 21 числа будет референдум. Вы пойдете голосовать? Обязательно пойдем. А как вы относитесь вообще к самостоятельности Татарии? Мы проголосуем «да». То есть вы хотите суверенитет? Да, и конечно. на ваш взгляд, что вам он даст? Ну, лучше жить, наверное, будем. Но вы считаете, это будет лучше? Сейчас вот если начать строить свое... Конечно, лучше будет. У нас будет все свое. Мы же не будем вывозить ничего. Это же у нас останется все. Это предусмотрели. Ну да, так все рассчитано будет. Мы все проголосуем.
Голосуем «да». Мы будем еще мирно будем жить. Да, еще дружнее будем жить. Еще дружнее будем жить. Да. Так. Bu referendum günün biz sağınıp ketip aldık. Келешекте біздің Мы с референдумның нетерпением ждали наступления этого дня, дня проведения референдума. Надеемся, что этот референдум будет во благо нашему народу. сағынып кеткен бұл референдум оңай аяққа болсын. Мен сізге әдірейім. Мына бүгінгі күнде 21 март деген референдум күні әдірейім. Я хочу сказать, сегодня 21 марта, день проведения референдума. Обращаюсь ко всем с призывом голосовать «да». Наш Татарстан – богатая республика. Mana biz köptenlen gittiğinde elbette bu bizim Müslüman bendeleri için her kaysımızın bilmek de gerek nerseydi. Lo var bunda karşı çıkarga kileşler de alar elbette anlap jitkirmeler. Мы давно ждали этого дня. Это очень важно для всех мусульман, для каждого из нас. Многие до конца не понимают этого. Теперь, когда победила демократия, мы должны сами распоряжаться всеми богатствами нашей республики. Нам это ясно. Ведь по сравнению с другими республиками у нас все дешевле, слава Аллаху. Мы отдадим свои голоса за победу на референдуме. Мы все должны спокойно, с уважением ко всем, бороться за нашу республику. С уважением ко всем. Yolbaşçılarımızga, Tatarstan Cumhuriyeti yolbaşçılarına, ben şunu aytasım kelgeni beğengitiginde biz özümüzün tavuşlarımızı birimiz özümüzge şu referandumdan çekip çıkuu için cemaat. Her kayımız şartlık bilen, can tılışlık bilen özümüzün cumhuriyetimizi alga ciberu için kireşke gerek. Her kayımızga hizmet bilen prişim, hizmet bilen. Слово выигрыш мы не закладываем, референдумы побежденных не бывает. Я вам скажу еще, мы удивим всех и вся. Мы заявим, понимаете, о теснейшем союзе и сделаем первые шаги для того, чтобы сохранить целостность России. Голос народа невозможно игнорировать, и демократическая Россия никогда на это не пойдет. 21 марта в Татарстане прошел референдум о суверенитете республики. Сообщаем результаты референдума. В голосовании приняло участие 82% населения от общего числа включенных в списки. За проголосовало 61% от общего числа голосовавших. Из 43 районов лишь 5 сказали «нет». 6 городов из 11 также сказали «нет». Среди них Казань. 75% жителей сельских районов и 52% горожан сказали «да» суверенитету республики.